Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews Ичкерия News. В эфире вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Рабочая встреча руководства правительства Чеченской Республики Ичкерия с депутатами Верховной Рады Украины. В Генеральном представительстве Чеченской Республики Ичкерия в Украине состоялась рабочая встреча между руководством правительства Чеченской Республики Ичкерия и представителями Верховной Рады Украины. В переговорах приняли участие премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инал Ширип, а также украинские депутаты Мария Мезенцева, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, и Олег Дунда, сопредседатель межфракционного депутатского объединения за деколонизацию России. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия между Чеченской Республикой Ичкерия и Украиной, а также перспективы углубления сотрудничества на международном уровне. Одним из ключевых моментов в переговорах стало обсуждение путей более тесного взаимодействия с Европейским парламентом, а также возможные инициативы, направленные на поддержку процессов деколонизации народов, находящихся под влиянием современной Российской Федерации. Стороны подчеркнули важность координации усилий в вопросах международной политики, демократических преобразований и прав народов на самоопределение. Встреча прошла в конструктивной атмосфере, продемонстрировав высокий уровень взаимопонимания и готовность к дальнейшему сотрудничеству. По итогам встречи стороны выразили уверенность в необходимости продолжения диалога и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление демократии, свободы и независимости народов, борющихся против имперской политики России. К сожалению, я думаю, Путин не пойдет на перемирие. Я абсолютно уверен в этом. Вы же видели, как он. Они будут играть, пытаться переиграть. Они будут говорить, да, но. Да, и сразу но есть условия. И все. И вот это но говорит о том, что никогда такого подобного не произойдет. И мы сегодня, кстати, они только что ушли, этот Хадсон, институт Хадсона, они тоже интересовались нашим мнением, как мы относимся, при каких обстоятельствах русские могут. Только исключительно, если они будут проигрывать. Только в этом случае они могут пойти. Да, только если им будет очень тяжело. И я им привел наш пример. Вот 96-й год, когда заключили перемирие, когда мы заблокировали 70 тысяч русских агрессоров у нас на территории, по всей республике. 70 тысяч. И они ничего не могли с нами сделать. Потому что мы настолько плотно подошли вот к этим местам дислокации, они не могли использовать ни артиллерию, ни авиацию. Использование артиллерии, это означало, они должны бить по своим. А количество огромное. И поэтому мы за 1,5-2 часа сбили 5 вертолетов. И вот в каждом вертолете есть боеприпас, С-8, ракеты такие. И мы раздали под нашим подразделением. У нас же нету ни авиации, ни бомб. И когда наши ребята начали использовать С-8, используя шифер, там разные трубы, и начали их бомбить ихними же снарядами. И вот буквально через 3 часа из Москвы прилетает Лебедь и говорит, все, нужно заключить мир. И только в этом случае, если Украина будет вооружена и будет возможности давать им по зубам, не только здесь на линии фронта, там, тогда они пойдут. А так сегодня я не думаю, что они пойдут на перемирие. К большому сожалению. Я абсолютно с вами согласен в этом. То есть у них нет ни одного повода для того, чтобы мы говорили. Нет ни одного повода, почему они должны идти на этот сегодня. Да. Сегодня, постоянно сегодня. К сожалению.